الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и сподвижниками. А затем, это одно из самых великих дел перед Аллахом. Возможно, это дело спасет тебя от наказания ада. От всего адского наказания. Если ты только сделаешь это еще не все. И если ты сделаешь это дело, в судный день твоим призом окажется то, что ты будешь одним из 7, которых Аллах покроет своей тенью в день, когда не будет другой тени, кроме его тени. Некоторые думают, что это дело тяжелое, и получается только у избранных людей. Но это неправда. Каждый верующий человек может его сделать. Что это за дело? Это плач. Плач перед Всевышним Аллахом. Чтобы человек плакал ради Аллаха. Не обязательно, чтобы он делал это из-за страха перед Аллахом. Иногда он может плакать из-за боязни и страха, а иногда из-за сильного желания встретиться с Аллахом и из-за любви к Нему. Иногда из-за страха, иногда из-за надежды на Его милость, а иногда от любви к Нему, когда человек плачет ради своего Всевышнего Господа. То есть я могу? Ты думаешь, что я смогу сегодня заплакать из-за страха перед Аллахом? Да, ты можешь. Это дело просто нуждается в исправлении не твоих глаз, а сердца. Потому что плач исходит от сердца и выходит наружу через глаза. Исправь свое сердце. Оно смягчится, и это дойдет до глаз. Проблема в сердце. Когда сам человек начинает делать намаз, его сердце при этом не присутствует. Сердце осталось дома. На работе, в телефоне, в долгах, в торговых сделках. Невозможно, чтобы такой человек заплакал. Даже если он заплачет, это, как правило, бывает не ради Аллаха. Сердце обязательно должно очиститься. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Если сердце смирится и покорится, с глаз потекут слезы. К 7 категориям людей, которых Аллах покроет своей тенью в день, когда не будет иной тени, кроме его тени, относится человек, который в одиночестве поминал Аллаха. Он не вспоминал о каком-то дорогом для себя человеке, которого он потерял, и не вспоминал одну из своих бед. Он не вспоминал о чем-то из этого мира, чего он лишился, после чего начинал плакать. И люди решили, что он плачет из-за страха перед Аллахом. Это не будет плачем ради Аллаха. Человек, который поминал Аллаха в одиночестве, с его глаз потекли слезы. Пусть он возрадуется раю, ширина которого составляет небеса и землю, и тени, которые Аллах его покроет в день, когда не будет другой тени, кроме его тени. Чтобы ты заплакал из-за страха перед Аллахом, ты должен быть один. Сядь сегодня один, в одиночестве. Например, приди на намаз пораньше. Забудь про этот мир. Забудь о том, что справа от тебя и слева. Забудь о всей дуне, которая вокруг тебя. Сделай такбиратуль ихрам. Обратись и устремись при этом к Аллаху. Как будто бы это последний намаз в твоей жизни. Подумай об аятах. Вспомни свои грехи. Признайся в них, чтобы сердце содрогнулось и заполнилось сожалением. Вспомни о милости Аллаха, о широте Его прощения. И поверь мне, если сердце смягчится, то и глаза оросятся слезами. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. То есть, когда верующие люди падают в земном поклоне, они плачут. Когда такой человек стоит и делает намаз, он плачет. Они лежат в своих постелях. И наши саляфы плакали даже там. Лежа на своей подушке, они вспоминали о Господе и плакали. И при этом жена такого человека, лежащая на той же подушке, не знала о том, что он плачет. Посмотри на эту искренность перед Аллахом даже в плаче. Суфьян ас-Саури говорит: плач бывает 10 видов. 9 из них не ради Аллаха, и только 1 ради Аллаха. Где искренний плач перед Аллахом? Это 2 вида глаз, которых не коснется огонь. Глаз, который плакал из-за боязни Аллаха, и глаз, который не спал, охраняя что-то на пути Аллаха. Поверь мне,
Это все возможно, поверь мне. Скажи себе, почему все люди могут плакать, кроме меня? Разве со мной что-то не так? Не только в дуа, даже при чтении Корана можно плакать. Сядь один в одиночестве, подними свои руки к Аллаху. Из глаз закапывают слезы. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит: «Я видела, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, плакал так, что его борода становилась мокрой. Потом он плакал так, что мокрыми становились его колени. Затем он плакал так, что мокрой становилась земля под ним. Плач пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был подобен котлу, в котором кипит вода. Ты слышал звук кипящей воды? Таким был и его плач». Абу Бакр был очень удивительным человеком. Он плакал, когда слышал суру Аль-Фатиха. На лице Умара были видны 2 черные линии от плача. Уthман мог плакать всю ночь. Али не было подобных в его плаче. Такими были сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они плакали, и это приумножало их смирение. Начни сегодня. Прояви инициативу. Скажи: душа, я буду плакать всю ночь соизволения Аллаха, из страха перед Аллахом, надеясь на милость Аллаха и из любви к Аллаху. Я буду плакать перед Аллахом, начиная с сегодняшнего дня. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله